Кировский парк Сыктывкара – особое историческое место. Иван Павлович Морозов всем сердцем любил его. Здесь проходили его утренние пробежки, а когда появлялась возможность после трудного рабочего дня и вечерние прогулки. Больше он, наверное, любил только свою малую родину – село Межадр, левый берег Сысолы. Спустя 3 десятилетия он возвращается сюда, в родные места, вновь, только уже в бронзе и теперь навсегда. Санкт-Петербург – мировая культурная столица, памятники, музеи, театры. Здесь каждый кирпичик буквально пропитан историей. Лучше места для создания шедевра, пожалуй, не найти. Спальный район Васильевского острова. Типичная многоэтажка советских времен. Парадная номер 9. Когда-то именно здесь создавал свои шедевры известный петербургский скульптор Михаил Аникушин, автор знаковых для того времени работ. Монумента героическим защитникам Ленинграда, памятника Пушкину, Ленину, космонавту Титову. У скульпторов есть такая традиция – передавать мастерские лучшим ученикам из поколения в поколение. Эта с 40-летней историей перешла Николаю Краюхину. Здесь он работает со своей супругой Анастасией Неверовой. Мастерская это уже более 40 лет существует. И они созданы, фонд этих мастерских был создан при Аникушине с его, собственно, поддержки. И Аникушин, благодаря ему, все это, такие рабочие места для нас сегодня существуют. Мы это все поддерживаем, мы работаем, естественно. Очень много времени проводим здесь. И, как видите, очень плодотворно. Порой мастера проводят здесь сутки напролет, работая над очередным творением. А таких здесь родилось немало. Памятник Ивану Морозову – один из последних. Он будто бы и должен быть создан здесь, в атмосфере культуры советского пространства, отголоски которой все еще живы, благодаря в том числе и таким мастерским. Дом-музей первого секретаря обкома, улица Морозова, медицинский колледж имени Ивана Павловича. В столице Коми многое напоминает о легендарном человеке. Но современники, сотоварищи Морозова, настаивали именно на монументе. Как дань памяти, как знак уважения, как простое человеческое спасибо за 22 года, отданные родной республике. Предложения соратников Ивана Павловича и его коллег были услышаны. Глава республики Владимир Уйба и сам проникся идеей. Очень уж глобальные изменения за короткий по историческим меркам период претерпела Коми АССР. На высшем посту советской автономии Морозов проработал 2 десятилетия, а по сути отдал Коми всю свою жизнь. Результаты не заставили себя знать. Скажем, добыча нефти увеличилась именно при нем. В 9 раз, газа в 19 раз, это по этим отраслям. Громадные были приросты запасов нефти и газа, которыми, к счастью, пользуются до сих пор. При нем о вуктыльском газе узнает весь Советский Союз. Начинает работу Усинское месторождение нефти, Печорская ГРЭС. Дороги дороги, а бездорожье еще дороже – главный девиз того времени. Упор на транспортную инфраструктуру – это новые железнодорожные пути, автомобильные трассы, в том числе и союзного значения, внутренние авиалинии, аэропорты. Главные стройки того времени, а еще Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, который остается гордостью Коми края и сегодня. Дорогие товарищи, от имени областного комитета партии, Президиума Верховного Совета и Совета министров Коми Республики горячо поздравляю многотысячный коллектив строителей, монтажников и эксплуатационников большой трудовой победой с вводом в строй действующих предприятий страны первого пускового потока Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Под руководством Ивана Морозова Коми приобретает новые индустриальные черты – экономика, промышленность, социальная сфера, сельское хозяйство и, как следствие, подъем практически во всех отраслях.
сотни тысяч тонн картона, целлюлозы, бумаги, фанеры. Такова мощность комбината. Северный гигант начал выпускать продукцию. Численность Коми вырастает до 1 200 000. Жилищное строительство достигает небывалых масштабов. Только в 86-м вводит рекордные 612 000 квадратных метров жилья. Словно сказочный богатырь растет Сыктывкар, одевается в зелень парков и скверов. Роль первого секретаря исключительно важна, но кадры решают все. В отделах обкома профильные ключевые специалисты. Морозов им доверяет, но проверяет. Посмотрите, рабочая книжечка, обыкновенный блокнотик. Вот, выписаны основные параметры развития республики по отраслям. Динамика по кварталам. Перспективы исполнения, так сказать, на что мы выходим. То есть вот это надо было держать в своем собственном мозговом компьютере. Вот меня вот это вот потрясло. Но ведь у тебя огромный аппарат, у тебя огромный справочный, технический, так сказать, вот инструмент в руках, который может подготовить все это. Нет, он все это делал сам. Решения принимают коллегиально, но часто именно Морозов, их автор, строг, но дружелюбен, открыт, но при этом сдержан, соткан из противоречий. Это такая характерная его особенность, вспоминает его современник Леонид Мухин. Они впервые встретились в 64-м в обкоме на собеседовании. Он спросил, кто мои родители. У меня за всю свою жизнь никогда не спрашивали. 23 года работал под его непосредственным руководством. Время летит быстро. Много сменилось в республике руководителей, но особое место среди всех этих руководителей занимает Иван Павлович Морозов. Он не умер, говорю, не верьте, он ушел от нас в бессмертие. Эти строки Леонид Дмитриевич посвятит своему товарищу сразу после того, как Морозова не станет. Тогда появляется и первая мысль об увековечивании памяти, монумент как лучшая метафора того самого бессмертия. Мы в Ухтыле осуществляли прием 3-й буровой. Я подал ему горящий шутер, он поджег давление на 1,5 метра, будто 1000 самолетов взревели и оглушили тайгу. Я видел радостное лицо Ивана Павловича, он поздравил всех буровиков и сказал: «Отныне богатство России будет прирастать севером. Наша Коми-республика будет самым важным источником экономического обеспечения страны». И вот, надо сказать, эти слова уже много лет подтверждают его далекую истину. Он мыслил масштабно, смотрел далеко вперед. Дверь краевого обкома партии всегда была открыта. И один только этот факт говорит о многом. Он работал и нас учил работать не за страх, а за совесть. Он относился и ставил нас в такое положение, когда мы что-то неудачно делали или плохо делали. Он не клеймил позором, а он ставил нас в такое положение, что нам самим стыдно было плохо работать. И как передать в бронзе фигуру такого масштаба, его сущность, изложить суть характера, все противоречия, нюансы в конце концов, поместить целую эпоху в бронзовую оболочку немыслимо. Долго спорили насчет места расположения памятника. Площадь перед железнодорожным вокзалом Сыктывкара предлагали общественники. По задумке, взор Ивана Павловича тогда устремится на главную улицу столицы – Коммунистическую.
Взвесив все «за» и «против», рабочая группа приняла решение уйти от шумной, хаотичной привокзальной территории в более уютное и спокойное местечко, любимое и ценимое лично Иваном Павловичем и всей его семьей. В 99-й год рождения республики в сквере возле дома Ивана Морозова заложили первый камень. Кстати, здесь все еще живут его родные, в том числе и супруга Мария Григорьевна. Коми мортлы, коми йосень, коми человеку от коми народа. Надпись должна была быть емкой и точной по смыслу. Как и эскиз, рабочая группа досконально прорабатывала каждый этап, встречались даже в мастерской. Известный не только в Коми, но и далеко за ее пределами скульптор Анатолий Неверов предлагал разные варианты. Помогали дочь Анастасия вместе с супругом. Оба они известные в Петербурге скульпторы. Было у нас около 10 эскизов сделано. Там и сидящие были, и всякие разные. Были свои сложности, разногласия. Но как-то пришли к какому-то общему выводу. И почему все-таки решено, чтобы он стоя был? Мы, естественно, его биографию наблюдали, изучали, общались с людьми, которые хорошо его знали, и родственниками. И это та личность, которую нельзя посадить, понимаете. Бывают люди энергичные, динамичные, то есть люди, действительно идущие вперед и в будущее. Эскиз и его утверждение заняли практически полгода, и это, как правило, самый сложный этап во всем процессе, отмечают авторы. Вот эту работу в комиссии по созданию памятника утвердили единогласно. Здесь пока еще смутно, но уже прослеживается улыбающийся Иван Павлович, шагающий в народ. Дальше рабочая модель, затем каркас. Кстати, в нем, считают скульпторы, остается душа того человека, которого лепил мастер. Если верить примете, то получается, здесь сейчас царит тот самый настоящий морозовский дух. Возможно, именно в этом и есть секрет той особенной атмосферы творческих мастерских. Хочется верить. То, что вы видите, вот этот круг, на котором лепилось, это вообще круг, танковый круг от танка Т-34. И, значит, все это шарнировано, у нас поворотный круг. Был такой нюанс, да, каркас у нас чуть меньше получился. И в итоге вырос у нас памятник еще где-то сантиметров на 20. Глина с пулковских высот среди мастеров считается большой ценностью, из нее и лепили силуэт Ивана Павловича. Инструменты тоже непростые, буковый циркуль с латунными наконечниками перешел мастерам по наследству от великого мэтра Аникушина. Но это, что называется, дело техники, а все золото, иначе говоря, мастерство, конечно же, в руках. Это этюдик с натуры. Причем это мое пальто, оно ему большое было. Но при этом, мы все-таки пронаблюдали какие-то ритмы общие, да, тут вообще это я пристегнул прищепкой. Долгие 6 месяцев семейный тандем, скульпторы Анатолий Неверов, Анастасия Неверова и Николай Краюхин трудились над важнейшим для нашей республики монументом. Параллельно шла работа и в Коми. Каждый этап контролировал лично Владимир Уйба, являясь председателем рабочей группы. Было важно завершить работу к столетию нашей республики. Более 10 лет там этот вопрос обсуждался, люди собирались, принимали решения, но почему-то все останавливалось. Иван Павлович очень хороший след оставил в республике. Мы ходим по сделанной им и его командой тротуарам, дорогам ездим, да, ходим в школы, в больницы, созданные именно руками этих людей. Поэтому, в общем, благодарность, конечно, этим людям велика. Сквер под памятник в Кировском парке Сыктывкара полностью готов. Закладной камень убран, заложен фундамент, обустроен центральный вход, чтобы монумент было заметно издалека. Наша съемочная группа в Санкт-Петербурге застала памятник в камнерезной. Под него подгоняли гранитный пьедестал. Момент не кульминационный, но очень торжественный. Иван Павлович Морозов, одетый в бронзу, во всей красе, открытый этому миру, уверенно шагает вперед. Да, хотелось показать его открытость, добродушие, обязательно с улыбкой, потому что на всех фотографиях он, особенно где в молодости, он улыбается, и это тоже о его характере говорит. И хотелось его изобразить более молодым, так как черты более яркие, более выраженные.
Задача стояла перед мастерами в чем-то даже противоречивая, как и сам Иван Павлович. Показать, каким он был – человечным, мудрым, добрым, отзывчивым. И все это в холодном, недружелюбном камне. В этом противоречии и родилась истина. Работать втроем было непросто. Были споры, каждый отстаивал свою точку зрения. Сыграло на руку то, что Анатолий Иосифович лично знал Морозова. И я вспоминаю, что он очень хорошо относился и к художникам, и к искусству. Он проникал во все. Чувствовалось, что человек заинтересован и любопытство такое проявлял. Тревожно и волнительно мастерам отправлять свое детище из Петербурга в Сыктывкар на суд родных, друзей и коллег. Всех тех, кто помнит Ивана Морозова как сегодня, кто видел его в работе, в командировке, на буровой, на стройке, в жаркой дискуссии о будущем родного края. Мы сегодня открыли с вами памятник Ивану Павловичу Морозову. Человеку эпохи, человеку, вместившего в себя несовместимое. Человек самых амбициозных планов, смелых решений. Человек, который выстраивал вместе со своей командой новый облик нашего северного края. Иван Павлович говорил, что мы сделали свою жизнь и сделали ее неплохо, и мы полностью посвятили ее служению нашему народу, нашим людям. И я думаю, что это жизнь и подвиг человека, которому должно и нужно подражать. Спасибо. Работал с ним 11 лет, знаю его, считаю, что я хорошо знаю. Я чувствовал какую-то отеческую заботу обо мне, чем я ему очень-очень благодарен. Я рад, что памятник состоялся, рад, что он здесь есть. В Евангелиях Христос сказал такую фразу: «Если посеянное зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Знаете, вот жизнь деда – это вот лучший символ вот этого зерна. Он всю свою жизнь отдал на служение республике. Он красиво жил, красиво руководил, и он красиво умер. Вышел на пенсию, сел ужинать и умер. Но я верю, что его жизнь, она не напрасно была посеяна в людей, в нашу республику, в нашу землю. И это семя будет приносить еще долгие-долгие годы много и много плода. Большое спасибо всем. Он словно вышел сюда из душных кабинетов обкома партии, вздохнуть речного воздуха, посмотреть на родной город, к тем, кто так долго этого ждал, туда, где его так не хватало. Он вернулся в республику, в ее 100-й день рождения, и стал для нее, пожалуй, лучшим подарком.